We can all go. Now we are all in this. Close your eyes. Звучал государственный гимн Российской Федерации и гимн Республики Башкортостан.
Дамы и господа, добро пожаловать на наш канал, где сегодня башкирская. Ильдар Султанов, номер 22. Ворота команды «Уралец» защищает Рустем Ахунов, номер 11. Чуть прервался я вот с выступлением, чтобы не пересекаться, так скажем, с коллегой, с видеоинформатором или с диктором. Так вот, да, дамы и господа, добро пожаловать на наш канал, где сегодня мы представляем вам захватывающий хоккейный матч в рамках Башкирской хоккейной лиги, которая возвращается в строй и начинает снова нас радовать своими трансляциями. Матч между двумя великолепными командами — это Уралец и Транснефть Урал. Событие обещает быть настоящим праздником для всех любителей хоккея, потому что заждались мы уже, да, ну действительно. Прошлые выходные, там, по-моему, одна игра, да, у нас была, по ходу разберем, а вот потихонечку как-то, так скажем, в связи с праздниками и всякими разными мероприятиями у нас режим, так скажем, пошатнулся, но, дорогие друзья, все возвращается на места свои. Сегодня у нас встреча Уралец Транснефть Урал, 23 по Уфе. Мы начали, все в порядке. А завтра, 25 числа, у нас с 20:00 начинаются игры. Там уже будет играть Баш РТС БГК и 21:30 Уфсин и Бэск. Как сообщили организаторы, позднее время игр связано с большим количеством мероприятий на этих выходных в Уфа-арене, уважаемые болельщики. И, наверное, по ходу игры тоже расскажу. Дело в том, что периодически принимаю в разного рода мероприятиях, в Уфа-арене и так далее. У нас первое взятие ворот, еще даже состава не успел я представить. Айрат Фахриддинов, номер 11 из Транснефти, забрасывает первую шайбу за свою команду в этом матче, и отмечаем мы его как героя момента. Давайте быстренько по составам. Транснефть Урал: Ильдар Султанов, номер 22, два вратаря, Евгений Брындин, 60-й, полевые игроки: Антон Пономарев, 5-й, Шатунов Альберт, 7-й, Айрат Фахриддинов отметился взятием ворот, 11-й, 16-й Александр Мирюстай, 17-й Сергей Лебедев, 19-й Роман Прохоров, 21-й Тимур Тагиров, 22-й Ильдар Султанов, номер 29 Елизарев Александр, 47-й Ильгиз Эрназаров, 48-й Эдуард Герасимов, Захаров Семен играет под номером 57, Евгений Брындин, 60-й, 87-й Тимур Нуркаев и под номером 89 с заявкой у Транснефти Илшат Галиулин. человек, ровно 3 пятерочки. Здесь, конечно, вот таким же составом. Сегодня у Уральца состав упрощенный. Довольно-таки, вот сейчас обращаю внимание на заявку. Рустем Ахунов, голкипер, полевые игроки: Алмаз Хасанов, 1-й, Сергей Иванов, 10-й, 11-й Рустем Ахунов, 12-й Долбань Григорий. Камиль Гулов играет под номером 18, Антон Матрёнин, 29-й, Илья Джиганенко, 68-й, Олег Кузнецов, 73-й. 85-й Ильдар Сафин, Кирилл Ивлев, 91-й, и Алексей Кусарев играет под номером 97. 11 человек я насчитал. Если что не так, поправьте, дорогие друзья, кому принципиально это важно. Но вот и пока, может быть, и на построении не видел я Антона Сергеевича Матрёнина, хотя вот в заявочке он, конечно же, присутствует. Всех представили, уважаемые болельщики. Чатик нашей трансляции активен. Давайте подключайтесь туда. Вместе с вами, возможно, подискуссируем, поддержим какую-либо из команд, просто пообщаемся. Да и в целом будем дружить. Уралец одну из первых своих атак проводит этот коллектив. Да, вдруг кто не разобрался, Транснефть у нас в белых майках, темных шортах. Естественно, Уралец в майках зеленых. Вбрасывание в зоне белых. Сафин от Уральца поборолся, но игровой снаряд остается за коллективом
Передача длинная была какая, по диагонали, да, и несмотря на то, что сразу два защитника от уральца находились в районе пятака и как бы придерживали, да, смотрите, смотрим внимательно на повторе, но держали Фахриддинова фактически, ну то буквально на секунду оставили Айрата без присмотра, да. Смотрели и не досмотрели. Фахриддинова оставили без присмотра, это дубль уже Айрата, а всего лишь что мы с вами сыграли 5 минут с небольшим. И уже 2 гола. Матч-то обещает быть жарким, дорогие друзья. 19 человек на трансляции. Ну, немного, конечно, да. Давайте будем честны. Обычно у нас что-то в районе 30-40. Наверное, связываем это все-таки с выходными днями и как бы таким не супер поздним, но поздноватым временем проведения. А мероприятие Матрёнина по-прежнему Антона Сергеевича не наблюдаем. На точке выбрасывания Гулов от уральца и Камиль Гулов от Транснефти, простите. А от уральца был у нас дорогой хоккеист. Ну что ж, пока немножечко у нас вроде как команды присматриваются к друг другу, да, прям сильно быстрых скоростей мы пока не наблюдаем. Осторожно и решительно, пока присматривается уралец, Транснефть уже забросила 2 шайбы. Вот тогда. Ну, нежданно-негаданно, да, наверное. Было это действие для уральца. Кстати, мужчины играют сегодня в 2 пятерки, 11 человек в заявке. У уральца так, Жиганенко, может, и умеет. Давайте немного приведемся, поговорим о составах немного позже. Ну, как же сейчас. Здорово, да? Султанова, конечно, не обыграл уже на подходе, но в целом атаку развивал интересно. Обыграл нескольких хоккеистов из коллектива соперников, пока катился к своей цели. Илья Джиганенко. И вот снова опасный момент возле ворот уральца. Ахунов уже 2 пропустил, но 3-ю явно пока не хочет. 11 человек в заявке у уральца, и мы все прекрасно понимаем, да, друзья, что это фактически 2 пятерки плюс 1 человек. Ну, как бы. Тяжеловато будет. О, Транснефть это пятерки 3. Более того, это уже 3-я шайба коллектива Транснефть Урала, а ее автором становится Тимур Тагиров. Дубль на счету Айрата Фахриддинова и Тагиров пока к этому дублю только стремится и идет. Ну что ж, давайте прямиком к турнирной таблице, уважаемые друзья. Транснефть Урал идет у нас на 2-м месте. Кстати, УФСИН, да, ее опередил, но здесь есть как бы некое такое коварство, потому что на самом деле Транснефть была на 1-м месте. УФСИН туда устремились, можно сказать, ворвались, да, в лидеров хит-парада. Но дело в том, что у УФСИНа 12 сыгранных игр и 32 очка в зачете, а вот у Транснефти игр всего на данный момент 10. Дорогие друзья, 28 очков, и в теории, даже если, получается, у нас Транснефть доберет до 12, даже вот одну, если хотя бы они выигрывают стабильно. Кстати, 9 у них игр выиграно. 1 игра после матчевых буллитов. То есть на сегодняшний день команда Транснефть поражений не знает. Небольшая математика. Даже если, к примеру, 2 игры играет Транснефть, одну выигрывает, одну проигрывает, они как бы уже, да, догоняют УФСИН. И здесь сейчас на данный момент уралец у нас идет в турнирке на 2-м месте. Единственное, что с конца, да, в целом из 6 команд, то есть получается 5-й уралец. Не позавидуешь коллективу, депутатам Курултай собрания, потому что сейчас противостоит им соперник
Ну, топчик, да? Топовая. Из топовых мест лидерских позиций турнирной таблицы. Транснефть Урал, не знающий поражений. И в этом формате, конечно, нелегко придется уральцу. Вот. И состав на данную игру заявленный. 2 пятерки все-таки у Транснефти. Их полноценных 3. Что-то навязывает меня на мысль, что матч у нас будет интересный. По крайней мере, на количество заброшенных шайб, это точно. Обращаю ваше внимание, что у нас уралец — это действующий чемпион башкирской хоккейной лиги. Ну, в прошлом году еще была единая хоккейная лига. Я думаю, все регалии и прочее остаются за командами. И вот как бы без привлечений чемпион БХЛ, точнее ЕХЛ еще тогда было, встречается. Вот в этом году уже вершится другая история. Да, здесь Транснефть подает заявки на чемпионство в этом сезоне. А в мае, насколько я знаю, планируется некое закрытие, поэтому, дорогие друзья, мы еще с вами март и апрель поиграем, посмотрим за прекрасными играми. А в мае обещали организаторы, как обычно, конечно же, в своей манере, да, красивое закрытие. Вот, и, конечно, кто заберет этот заветный кубок, на данный момент остается загадкой. Но вот если ориентироваться на турнирную таблицу, да, то здесь у нас на первых строчках, конечно же, УФСИН и Транснефть. Вот, ну, подкрадывается Бэск там, но у Бэска с Транснефтью разница по очкам в 2 раза практически. Бэск 14, Транснефть Урал 28. Как бы далековато еще. А вот за третье место классно могут побороться БГК и Бэск. Уралец. Возможно, даже Баш РТС. Вот там кроется загадка. 4 минуты до окончания первого периода. 0-3. Счет на табло. Уралец не самым лучшим образом для себя начинает эту встречу. Неплохо развел атаку Камиль Гулов. Ой-ой-ой, есть взятие ворот. Джиганенко, да, бросал? Я обратил свой взор на Ильдара Султанова, голкипера. Давайте вместе с вами посмотрим повтор. Так, Джиганенко откатывается к лицевому борту. Тут же смещается на центр и как бы из-под защитника проводит свой бросок. Все точно. Застал врасплох, можно сказать, Ильдара Султанова. Здесь фактически, да, закрывали обзор Султанову, собственно, по всем канонам хоккейных учебников. Свой же защитник закрыл же обзор своему голкиперу, а Илья Джиганенко воспользовался этим моментом как один из топовых бомбардиров своей команды. Проявил себя в очередной раз. 1-3. Уралец в игре. В 2:30 еще поиграем в первом отрезке. На точке бросания Гулов. От депутатов Джиганенко. Что-то затевает Илья в очередной раз интересное, да, наверное. Он почувствовал вот этот вкус заброшенных голов, но здесь ошибается. Досадный. Прохоров может теория. Ах, позвольте это слово. Наказать, да, соперника за такие моменты. Но, слушайте, Джиганенко, конечно, почет и хвала. Как же ловко он там шайбу поставил на лед и прям острием крюка
что-то затевался сделать, но вот фокус-то не удался. Там ловкий Роман Прохоров прочитал все эти действия. Нефтяники по-прежнему продолжают искать варианты развития событий. Прохоров. Шайба Шикунов. Наброс на ворота. На месте Ахунов. Но вот здесь ловко попытался уже подбить шайбу дальше Александр Мирустай. Но Рустам Ахунов в этой ситуации был непреклонен. Последние минуты первого периода. Иванов на точке вбрасывания от уральца. Противостоять ему будет Тимур Тагиров. Тагиров сегодня отличался взятием ворот у нас, поэтому может этот розыгрыш создавать определенную угрозу для уральца. Да, Сафин не попадает по шайбе. Досадно, но его сделано. Как-то надо ситуацию исправлять. Елизарев. А время на атаку не остается от слова совсем, дорогие друзья. 1-3. Первый период этой увлекательной встречи подошел к концу. Немножко отдохнем, совсем скоро вернемся. Второй период. Встреча Транснефть Урал и Уральца. Транснефть номинально в гостях. Уралец выступает дома. 1-3, дорогие друзья, у нас после первого игрового отрезка. Но вот довольно быстро сумели. Подобрали волшебный ключик к Рустаму Ахунову игроки в белых майках. В моментах отличились дублем Айрат Фахридинов и третья шайба на счету Тимура Тагирова. Лишь единожды смог ответить могучий уралец, и сделал это, конечно же, Илья Джиганенко. Снова Илья на ваших экранах. Вы знаете, вот когда видишь, что выкатывается на Джиганенко трое, то понимаешь, да, что в целом-то вроде как бы нереально практически обыграть троих игроков, ты же один. Но если шайбой Джиганенко, то здесь можно ожидать все. Обыграет. Уверенность практически есть. Постоянно добивание бы сейчас не хватает, конечно. А у нас с депутатом Госсобрания. И
тут уже оператор у нас. Ой-ой-ой, как затанцевал туда Рустем Ахунов, когда увидел своего коллегу, можно сказать, Айрата Фахридинова, потому что у него тоже 11 номер, как и у Рустема Ахунова. И что символично, дважды он уже заставлял шайбу пересечь синюю линию ворот Ахунова. Фахридинов. Классный пас на Тагирова, можно бросать. Не точно получается это сделать. Так. Лишний пас. Пономарев, по-моему, по диагонали под синюю отправляет, но положение вне игры разглядел наш зоркий арбитр. Мы возвращаемся на синюю линию. Дорогие друзья, Башкирская хоккейная лига объявляет о том, что начинает продавать свою атрибутику в БХЛ. Я думаю, часть аудитории уже знает эту прекрасную информацию, но, возможно, кто еще не в курсе событий, довожу ее до вашего сведения. Вся продукция представлена в отеле Шератон Плаза Уфа. Адрес. Цюрюпы, дом 7. Вот. И также, конечно же, все, кто ранее оставлял заявку на сувенирную продукцию БХЛ, говорят организаторы, что свяжутся и начнут отправку. Еще раз, уважаемые болельщики, кто хотел давно уже стать обладателем прекрасной атрибутики БХЛ, обращайтесь к организаторам или можно прямиком в Шератон Плаза Уфа по адресу Цюрюпы 7. В наличии бейсболки, блокноты, фирменные кружки, колоночку я вижу, шарф, детские раскраски, ну и вот в таком формате примерно термокружка. Значки, значок, у меня же есть значок БХЛ. Скажу честно. Ой-ой-ой, здесь момент, и как мы тут про сувенирку пока заговорились, все здорово делает. Транснефть и забрасывает четвертую. Давайте посмотрим на повторе. Это, насколько я разглядел, там Александр Мирюстай был на острие атаки. По крайней мере, в добивании это точно. 1-4. Мирюстай забрасывает очередную. Признаюсь честно по поводу атрибутики. Есть у меня бейсболка. Вот, ну, по качеству скажу, вот прям вообще топ-топ-топ-топ. У меня не так много бейсболок, ну, я не знаю, может, там 1,5 десятка было за всю мою недолгую жизнь. Но вот именно в плане качества, знаете, я и пока еще такого не видел. Очень плотный материал, когда держишь в руках, понимаешь, что, ну, действительно, это бейсболка сделана достойно. Ее приятно держать в руках. И несмотря на то, что материал плотный, в ней как бы не жарко совсем, да, ну, по крайней мере, мне это говорит о том, что, опять же, возвращаемся к тому, что сам по себе материал тоже качественный, не просто так это. Выход 1 на 1, не считая Ахунова, сейчас была возможность у Транснефти, именно Роман Прохоров. Очень активно он по ходу этой встречи проявляет себя, но вот на гол пока еще не то что не наиграл, да, ну фактически просто его не видели мы с вами. А так все заявки есть, я думаю, Прохоров сегодня еще жару даст. По диагонали Шитунов Альберт отправляет на партнера. Тут, как тут уже наш быстрый Фахридинов. Подбирает под себя Ахунов. Да, наверное, все правильно. Уж больно ловко проявляют себя сегодня игроки Транснефти. И здесь, если есть возможность у Рустема зафиксировать, разделяя его действия, думаю, что, наверное, пусть будет лучше так. Так, Жиганенко у нас опять. А что там было-то? Друзья, может, кто подскажет?
отправили одного из лучших бомбардиров команды Курултай собрания, депутатов Курултай собрания Республики Башкортостан, а именно Илью Джиганенко. Отбывать свой малый штраф. Так, перехват в исполнении белых. Фахридинов отдает на Елизарева. Тут недолго думая, с размаху, что есть мочи, запускает. Еще раз, ну и второй раз не точен. Елизарев. Александр, может быть, как-то все-таки дать. Кто там поточнее, например? Тимур Тагиров. А мы говорили про Тагирова, да, друзья? Мы говорили о том, что когда забил он третью, что есть определенная заявка на дубль в исполнении Тимура Тагирова. Что, собственно, он и делает. Оформляет дубль. Продолжу про атрибутику. Да, бейсболки качественные. И вот я думаю, что остальная атрибутика, она примерно сделана так. То есть, зная подход к организации Башкирской хоккейной лиги, если что-то делают организаторы, то они это стараются сделать максимально на высшем уровне. Так, Алмаз Хасанов вышел на сменку Рустему Ахунову. 5 пропущенных, но, вы знаете, здесь не знаю, что повлияло на смену голкипера. 5 пропущенных шайб, но с другой стороны мы видим, что у нас экватор второго периода, если распределить максимально, да, игровое время между двумя вратарями, то и получается, что серединка второго периода самый оптимальный вариант. Джиганенко. Все-таки там, ой-ой-ой, отчетливо слышал я, что было касание штанги. Здесь Илья Джиганенко, помните, когда он катился, да? Ой, не глядя, какая скидка классная сейчас была на Иванова, но, по-моему, даже сам Иванов такого не ожидал от Джиганенко, что в подобном формате может ему отдать пас. А когда Илья катился в штрафной бокс, то какое-то такое легкое, ну, недовольство было видно, да, в его поведении, на его лице. А вот сейчас вышел с удаления, и какая-то все-таки такая-то злость определенная, да, я запомнил. Хотел отомстить, в общем, забить, но здесь лучшая подруга вратаря штанга не позволила сделать это. Так, Гулов. Джиганенко. Прохоров! Гол! Дорогие друзья, ну, я не знаю, что сегодня. Да, я не Ванга, конечно, но вот по ходу игры Роман Прохоров проявлял себя действительно очень активно. Мы с вами говорили о том, что, ну, наиграл как минимум на одну шайбу уже Прохоров. Да, ее фактически не было до этого момента, но сейчас, что символично, 6-я. Шестая шайба побывала в воротах уральца, и тут же ответку бросает своему сопернику Камиль Гулов. Давайте посмотрим еще раз повтор, сразу с точки вбрасывания, да, Джиганенко туда уехал, мы видим. Назад. Классная скидка была, несмотря на то, что два. Вот опять же, как действия Джиганенко, как их можно вот предугадать? Так, Гулова как автора взятия ворот мы, конечно же, запротоколируем. Как угадать действия Джиганенко? Он ответная. Что такое? За минуту буквально третья шайба у нас уже, дорогие друзья. Это первая, которую пропускает
Роман Прохоров до этого забил. Вторая шайба уже. Пропускает Алмаз Хасанов. Автор гола Эдуард Герасимов. 2-7. 9 шайб за 5 минут до окончания второго периода. Мне понравился гол уральца, да, и хотел, поймалась я на мысль следующее. Как можно прочитать Джиганенко? Он подкатывается к воротам. Два защитника у уральца за ним находятся. И за ним же еще там, получается, у нас накатывался коллега в виде Камиля Гулева. И Джиганенко нет, чтобы бросить вперед, когда никто вообще, собственно, не препятствует этому, кроме, естественно, голкипера. Он через этих защитников отдает пас на Гулова, а Гулов забивает. Да, удивительно. И здесь, конечно, какие-то вещи, они логическим объяснениям не поддаются. Но это, собственно, приносит как раз-таки свои плоды уральцу. Да, пока уступают они 5 шайб, но потихонечку как-то стараются быть конкурентоспособными в этой игре. Удаляется Сергей Иванов. Остается коллектив без него. Вчетвером уралец будет противостоять мастеровитой пятерке и Транснефти. Так. Хасанов. Хасанов в игре. Я поймал себя на мысли, а когда же все-таки последний раз играли коллективы, да? Потому что прошлые выходные мы, получается, с вами пропустили. Там была встреча только БГК и УФСИНа. 3-4 18 февраля это все дело было. И ранее, если открыть календарь, то мы можем увидеть, что 11 февраля, получается, крайние игры проводили коллектив. Транснефть играла с Беском 3-0. Забрасывали Лебедев. Дубль у Лебедева был и Назарова. Одна шайба. Вот так вот. Давненько игровой практики не было. Но мы знаем, что команды тренируются, конечно же. Есть у них тренировки, но вот так прям практики игровой. В общем, перерыв был небольшой в календаре БХЛа, но потихонечку вот сквозь праздники к какому-то расписанию мы с вами возвращаемся стандартному. Команда «Уралец» 11 февраля проводила встречу с хоккейным клубом БГК. Это у нас башкирская генерирующая компания. 0-5 проиграли. Минута до окончания второго периода. Счет у нас по-прежнему 2-7. Плюс 5 ведет Транснефть. И комфортно. Но давайте отдадим должное уральцу, да. Несмотря на то, что играют они две пятерки. Кстати, вот следующий период, как правило, уже к концу игры, да, ну вот в данном случае в третьем периоде может сказаться момент короткой скамейки уральцев. Мы говорили в начале, что они играют в две пятерки полноценные, а Транснефть в 3. Елизарев. Не точно. Назаров. Пытается все выйти на оперативный простор шайбы, но соперник не дает так это просто сделать. Дальний бросок, Хасанов на месте.
Тагиров направо. Вдоль борта. Назарова. Обратно на Тагирова. И сирена, дорогие друзья. Буквально минутку передохнем и уже ворвемся в период под номером 3. Третий период противостояния нефтяников и депутатов. Счет на табло 2-7. Транснефть Урал на данный момент ведет в этом матче, обыгрывая команду Уралец. Ну, впрочем, это только пока. До конца игры остается еще 17 минут. Разница большая, да, но я думаю, вообще в целом, то есть за один период, конечно же, отыграть 5 шайб очень трудно, но реально. Жиганенко не точно на выходе из своей зоны. Здесь уже Герасимов подключается. Густай снова перехватывает. Жиганенко не торопится. Да, обратите внимание, ждет подключения партнеров. Косарев накатывается на пятак, но ждал же он, конечно, Гулова. Потому как связки с Камилем, конечно же, у них получается довольно много. Сегодня и сам Жиганенко отличался, и Гулов. Камиль забросил шайбу. Жиганенко, бросок и гол! Илья Жиганенко, дубль. Да, не ждал Эльдар Султанов, что будет с той позиции бросать Илья. Но нежданно-негаданно. Так, ну сегодня в плане вангования вроде как бы хорошо складывается ситуация, потому что предугадал я гол Романа Прохорова. Дубль Тагирова. Вот. Ну и говорили мы о том, что Уралец может отыграться в третьем периоде. Представляете, какое будет потрясение для Транснефти, если сейчас лидер турнирной таблицы, который идет на втором месте Башкирской хоккейной лиги, уступит эту встречу в большем составе, на 5 человек больше у Транснефти. Проиграет она Уральцу, который идет на 5-м месте в турнирной таблице. Это будет, конечно, что-то из разряда невероятного. Косарев. Вдоль борта. Кому давал? Непонятно. Сам себе на ход, наверное, но на этот ход сам не пошел. Прохоров.
В средней зоне. Ускорение. Третью передачу включает Роман. Шатунов. Вот только что оттуда прикатился Прохоров. Да, отдал на Шатунова. И здесь как бы тоже не совсем понятно, конечно, действие Альберта. А зачем возвращать шайбу туда же? Мирштайн налево, поперечный пас. Кто здесь? А здесь у нас Илья Джиганенко. Вопрос, будет ли сегодня хэт-трик. Остается подвешенный. А в воздухе? На прошлой неделе, если быть точнее, даже на этой, завершилась акция, которую проводили ведущие Радио Energy, разыгрывая подарочные наборы от Башкирской хоккейной лиги, дорогие друзья. И вот, как мне подсказывают, что финальный победитель Ксения Хайрулина с подарками от БХЛ. Есть фотографии прекрасной Ксении, прекрасных подарков. Можете посмотреть в соцсетях БХЛ. А в очередной раз мы возвращаемся на эту же точку вбрасывания, то что, собственно, поближе к воротам уральца. И все никак не можем разыграть. Джиганенко. По левому флангу прокатывается Илья, кто из партнеров здесь поддержит. Голов на месте. Также подключается к этой атаке Косарев. Голубань. Григория, кстати, сегодня владеющим шайбой особо-то и не видать. Но он в обороне. Сосредоточен преимущественно и пытается, старается надежно держать границу на замке. Косарев направо, Джиганенко. Голов уже покатился на пятак. Бросок Илья нету. Ложный замах был это. А броска пока еще не было. Попытка добивания от Косарева. Немного там потревожил, да, амуницию Эльдар Султанов. И тут же поднял руку. Говорит, мол, ребят, пардоньте, месье. Скорее всего, защитники Транснефти тоже что-то ему сказали на французском в этот момент. Но в целом вот эта поднятая рука как бы сгладила ситуацию. Все друг друга прекрасно поняли. Фахридинов. Добивание после его паса. Тимур Нуркаев в зоне краски прям находился, да? Фахридинов на синюю линию. Дальний бросок Елизарева. Шатунов вдоль борта. Подключается Фахридинов опять. И как же не позавидуешь здесь, да, Алмазу Хасанову. Вот прям вообще не завидно ему. Сколько бросков, дорогие друзья, вы считали? По-моему, на одной руке пальцев не хватит, сколько сейчас раз отразил угрозу от своих ворот Алмаз Хасанов. Конечно же, вопрос, а что с защитой? Где вы, дорогие друзья? Защитники. Понимаю, вчера был праздник, День защитника Отечества. Но игры Башкирской хоккейной лиги никто не отменял. Ирназаров на закруглении борта. Так, Пономарев, Ирназаров снова здесь и хитро тогда из-под себя, из-под защитника набрасывал на пятак. Там тоже у нас Нуркаев находился. Дальний бросок на месте Хасанов. Можно считать, кстати, вот сколько Хасанов отражает. Давайте попробуем вместе. Ну, наверное, в следующей атаке, чтобы быть
Точнее, будем вести статистику вместе с вами, дорогие друзья. Так, Ерназаров. По низу. Совершал бросок, словно аэробус 320, да, на второй заход пошел у нас Ильгиз Ерназаров. По-моему, больше минуты уже находится в зоне уральца, представители команды «Транснефть». И момент уже в падении переводил Айрат Фахридинов. Пытался, да, заставить шайбу пересечь синюю линию. Ну а мы пока здесь за разговорами, дорогие друзья, уже с вами приблизились к экватору третьего периода. 4 шайбы по-прежнему разделяют эти коллективы. Мирюстай бросок, Хасанов на месте. «26 человек на трансляции, потихонечку растем, было 19 на начало матча, ну и как говорили, что в среднем обычно, согласно моей статистике, так 30-40 человек у Бахаева. А вот сегодня чуть поменьше. Ну и в зрительном зале, да, особо не слышно болельщиков, кстати. Я предполагаю, что все-таки выходные, наверное, отдыхают. Ну и вообще-то сегодня суббота, обычно БХЛ-то у нас по воскресеньям играет. Понимаю, что анонсировали, но как бы непривычно, да, все равно. Так, по-моему, Попов набрасывал, здесь Кусарев пытался добить, но Султанов все это дело совел на нет. Ага, положение вне игры, разглядел рефери, собственно, поэтому и раздался свисток. А бросок с неудобный был, там Камиль Гулов еще и зацепил Шатунова с собой, обменялись крепкими словцами. Вот, но в целом все в порядке. Гулов на вбрасывание. Мирюстай. Практически вертикальный пас сейчас был на коллегу Романа Прохорова. А Прохоров одну уже сегодня затащил в ворота уральца. Поэтому в теории почему и на дубль не пойти. Ерназаров оставляет шайбу за свою команду. И ловко здесь, да, хитро Тимур Тагиров. Пытался сразу со вбрасывания. Направлял, по крайней мере, игровой снаряд в створ ворот Алмаза Хасанова, но попал лишь только на наше с вами стекло, дорогие друзья, что выше борта. И, соответственно, створ ворот. Иванов вступает в борьбу. Не абы с кем, а с Айратом Фахридиновым. У Айрата сегодня дубль, но на хэт-трик наиграл уже, однозначно. Шайба на синей линии, замыкает там Елизарев. И вот опять ловкие действия, да, Айрата Фахридинова, которые очень много неудобств доставляют Хасанову. Это вратарь команды уральца. Здесь, конечно, очень часто вот на... У нас тайм-аут, дорогие друзья. Давайте прервемся немножко мы.
Посмотрели, подсмотрели мы за скамейкой уральца, да? Ну, по крайней мере, я там увидел Дмитрия Владимировича Цыбина и Вячеслава Викторовича Силуянова на заднем плане. Наставники команды «Уралец». А мы двигаемся дальше. 3 минуты 30 секунд нас разделяет до финальной сирены. Ну а «Уралец» до того, чтобы хотя бы сравняться со своим соперником, разделяет 4 шайбы. Я не понял, что там было, честно говоря. Вы видели, да, все прекрасно. Отобрали шайбу у игрока «Уральца», еще и свой потом подъехал. Ну, не специально, наверное, да, но тем не менее, как-то там добавил жару. Забавный момент, конечно, был. Такие можно на юмористические подборки. У Косарева шайбу, клюшку отобрали. Еще и... Ой-ой-ой, посмотрел сейчас повтор момента. Клюшку отобрали. Еще и свой подъехал, короче, дал там, добавил. Так, Герасимов. Отличная передача на Прохорова. Прохоров бросок. Хасанов на месте. Время тает. Так же, как и возможности уральца на победу в этой встрече. Косарев. Долго-долго выводит из своей зоны уралец игровой снаряд. Вот сейчас Жиганенко, возможно, здесь придаст ходу событиям. Ну все, пошел 1-2. Шел и пришел к Эльдару Султанову. Да, это, обратите внимание, партнер-то особо даже и никто ничего там не делал. Да, все увидели просто, что Жиганенко пошел забивать и думает, все, ладно, там один сам справится. А вот здесь что-то с Григорием-то затеяли, да? Интересно, и подсказал там Илья. Григорий, возьми-ка на себя, говорит, вот тех двоих ребят. Косарев. Вертикальный пас направлялся на Сергея Иванова, но полноценно принять его Сергей не мог. Хитро по низу Александр Елизарев пытался совершить бросок. Первым на шайбе оказывается Ерназаров. Набирает ходу, включает третью передачу, где бросок. Броска пока нету. Подключение партнеров. Нуркаев на пятаке замыкает Шатунов синюю линию. И вот. Альберто как бы позицию хорошую для себя выбирал. Но за разговорами и время пролетело. Да, 10 секунд уже остается, а это 8-я шайба. И, собственно, точка в этом матче. Тимур Тагиров. Думал я, что все-таки Айрат Фахридинов сегодня дубль, у него хэт-трик будет у него, но на самом деле нет, дорогие друзья. Хэт-трик уносит с собой домой сегодня Тимур Тагиров. Уралец держались молодцами, но, конечно, под конец игры все как-то пошло не по ихнему плану. Транснефть с победой. Завтра у нас состоятся еще 2 игры в рамках Башкирской хоккейной лиги. Дорогие друзья, если есть возможность, обязательно приходите на Уфа-арену Малую. А если такой возможности нет, наслаждайтесь прекрасными трансляциями Башкирской хоккейной лиги. Всем здоровья, всем пока.